Сегодняшнее слово очень будет короткое. Cum știe Domnul, scurt și cuprinzător. Как говорится, как Бог знает, коротко и ясно. Eu voi citi în limba română. Я буду читать на румынском языке. Du-te la furnică, leneșule, ia aminte la căile ei și fii înțelept. Это слово вдохновили меня Рафаэль и Бениамин, E pentru că ei sunt pasionați de tot ce a creat Dumnezeu. потому что они очень вдохновлены над всем тем, что сотворил Господь. Și studiază în profunzime anumite subiecte. И многие вещи, они глубоко изучают некоторые вещи. Și am fost uimită în timp ce ei povesteau, Duhul Domnului îmi vorbea. И я была очень удивлена, когда они рассказывали, и Дух Святой мне говорил, Cât din caracterul Domnului сколько из характера Божьего a pus el într-o mică insectă. было вложено в совсем маленькое насекомое. În seara aceasta aș vrea să fie interactiv. Хочу, чтобы в этот вечер было интересно, интерактивно. Puteți să spuneți vecinului ca să nu adormim, vom fi pe fază și vom răspunde la anumite întrebări. Скажите своему соседу, так, чтобы мы не уснули, что мы будем находиться здесь и будем отвечать на некоторые вопросы. Așa se poate sedimenta mai bine. Așa se poate sedimenta, se poate depune. Так может лучше оставаться в нас, как бы входить в нас. Noi cam împărțim cuvântul Domnului în cuvânt de întărire, de mângâiere. Мы Слово Божье делим как на слово, которое нас утешает, ободряет. Dar este doar de suprafață. Но это все только на поверхности. Îmi permis să-l iau pe Marta exemplu. Хочу предложить как пример Ca să nu se supere nimeni. чтобы никто не обижался. Când Domnul îi spune, de exemplu, lui Marc, încrede-te în Marc, încrede-te în mine, Marc. Когда, к примеру, Бог говорит Марчеллу, доверяй мне, Марк. Noi am putea să credem, da, Domnul îl întărește, mângâie. Мы можем подумать, да, Бог меня укрепляет, утешает. Dar trebuie să gândim cuvântul mult mai profund. Но должны рассуждать над его словом более глубоко. Când Domnul ne spune asta, poate să însemne Marc. Когда Бог нам это говорит, это может означать, что Марчел, tu nu mă crezi. Ты мне не доверяешь. În anumite probleme nu mă crezi. В некоторых случаях ты мне не доверяешь. Nu mă crezi că pot rezolva. Ты не веришь мне, что я могу решить эти проблемы. Nu mă crezi că pot să te eliberezi de anumite vicii. Ты мне не доверяешь в том, что я могу освободить тебя от определенного рода вещей. Nu mă cunoști suficient de bine. Ты не знаешь меня достаточно хорошо. Nu poți să te încrezi în cineva pe care nu cunoști. Ты не можешь доверять тому, которого ты не знаешь. Deci cuvântul nu aș vrea să-l luăm doar de suprafață. Поэтому хотелось бы, чтобы Слово Божие мы не брали только поверхностно. Așa și versetul 6 din Proverbiul 6. Также и 6 стих из 6 главы притч. El are un sens ce iese în evidență. У него смысл, который выходит наружу. Prin un cuvânt cheie, leneșule. Через основное слово, которое там есть, ленивец. Ce putem înțelege? Că Domnul ne vrea harnici, nu puturoși. Из этого исходит то, что Господь хочет, чтобы мы были трудолюбивые, а не ленивые. Dar fiecare aș vrea să facem o evaluare. Но каждый пусть придет к какому-то заключению. Și după evaluare să le întrebăm și pe Domnul. И после этого, чтобы мы задали вопрос и Богу. Pentru că în inima noastră s-ar putea să spunem, dar nu sunt chiar atât de rău. Потому что в своем сердце мы можем сказать, я, может, не прям совсем такие плохой. Domnul vrea să identificăm în ce domeniu suntem leneși. Бог хочет указать нам, в какой именно среде мы являемся ленивыми. De exemplu, când frații slujitori, к примеру, когда братья-служителя sunt epuizați, уже уставшие, de atâta oboseală începe să apară neîncredere. И из этой усталости начинает появляться уже недоверие. Și se vede că trage de el cât mai ar fi bine să se împartă în bucățele, să se ducă mai multe lucrări. И
Уже хочется разделиться на кусочки, чтобы в каждое служение себя включить. E clar că altcineva care ar putea să facă slujirea Понятно, что кто-то другой, кто бы мог заниматься этим служением, face plajă în pat отдыхает. sau roșește telefonul pe Netflix. Или держит телефон до состояния красного там в фильмах Netflix. Deci la ce ne îndeamnă cuvântul Domnului? На что призывает нас Слово Божье? Să luăm toate domeniile noastre Чтобы мы все сферы нашей жизни și să ne facem o evaluare cinstită. Взяли, проанализировали честно. Totdeauna în biserică a existat o listă Всегда в церкви была запись unde sunt nevoi. С нуждами. Și niciodată Domnul nu a privit vreo lucrare că este umilitoare. И никогда Бог не смотрел на какое-то служение и смотрел на него, как оно никчемное, мелкое. De exemplu, în Israel, В Израиле, к примеру, slujba cea mai importantă самое важное служение erau gunoierii. Несли мусорщики. Ei erau dis de dimineață, făceau curățenie. Они с раннего утра занимались уборкой. Și aruncau toată mizeria, inclusiv de la arderea de tot. И выбрасывали весь мусор включительно и все сожжения Departe de cetate. Далеко за город. Acum ia să ne imaginăm în temperatura în care trăia Israel. Теперь давайте представим, при каких температурах жил Израиль. Dacă numai o zi rămâneau mizeriile. Если бы хоть один день вот этот весь мусор оставался в городе. Deci, și dacă spălăm toaletă, dacă facem curățenie cu aspiratorul, este o slujbă de onoare înaintea Domnului. Поэтому или мы убираем в туалете, или мы пылесосим. Это очень важное служение пред лицом Божьим. O altă traducere spune așa. Другой перевод говорит так. Du-te la furnică, leneșule, și uită-te cu băgare de seamă. Иди к муравью, ленивец, и посмотри la toate căile ei și înțelepțește-te. Внимательно. Fii atent la toate căile ei. Будь внимателен на все пути муравья. Și înțelepțește-te. И будь мудр. Adică felul ei de a reacționa. Как муравей реагирует. Este din caracterul Domnului și să vedem acum o să dezvoltăm. Это как исходит из Божьего характера. И сейчас мы посмотрим и более глубоко. Dar cel mai important este să te duci. Но самое важное, что ты иди. Da? Domnul când vorbește noi uneori reacționăm. Doamne, da, mulțumesc că mi-ai vorbit. Бог, когда нам говорит, мы иногда так себя ведем. Ну да, спасибо, Господь, что ты мне сказал. Слово Твое так сладко для ушей. Când Domnul spune un cuvânt, El vrea să reacționezi imediat. Когда Бог говорит тебе слово, Он ждет от тебя моментальной реакции. M-am bucurat mult de tot de ce fratele a mărturisit. И была очень рада я, когда брат свидетельствовал. A văzut un domeniu în care îi mânca mult timp. Он увидел сферу, он увидел то, что забирало у него очень много времени. Și a acționat. И он подействовал. A șters toate jocurile de pe telefon. Удалил все игры с телефоном. Acesta este un început. Это очень хорошее начало. Foarte interesant, un alt aspect al furnicii. Очень интересно, как бы другой аспект у муравья. Că fac mușuroi în adâncime. Что свои муравейники, они углубляют глубоко в землю. Ca să fie protejat. Чтобы быть защищенными. Dar totuși, dacă vine o nenorocire, но все же, если приходит какое-то несчастье, da, vine un om și calcă, приходит человек и наступает на муравейник, majoritatea tunelurilor sunt astupate. Большинство туннелей муравейники закрыты. Interesant e ce face furnica în secunda 2. И интересно, что в следующий же момент, как ведет себя муравей.
Unu se duce la regină să o protejeze. Первое идет для того, чтобы защитить королеву. Și imediat И сразу же sapă spre suprafață pentru начинает aer. копать наружу для того, чтобы поступал воздух. Ce facem noi când vine nenorocirea peste noi? Что же делаем мы, когда какое-то несчастье приходит к нам? Tremurăm, Дрожим, intrăm în panică, паникуем, ne tremură telefonul în mână, nu știm pe cine să sunăm. дрожит телефон у нас в руках, и мы не знаем, кому позвонить. Concluzie. И вывод. Nu pierde timpul. Не теряй время. Coboară-te în adâncime, Спустись в глубины, fă-ți o evaluare înaintea Domnului, проанализируй все перед Богом, protejează-ți viitorul, copiii, familia защищай свое будущее, семью, детей. și cere în secunda 2 rezolvare. И в следующий же момент проси разрешения проблемы. Cel mai benefic este să fii cu multă sinceritate înaintea Domnului, Самое лучшее — это если ты с большой искренностью, открытостью предстанешь перед Богом și să-i spui sincer Domnului: и скажешь Ему искренне: am făcut boroboață, «Я натворил, nu știu cum să ies. не знаю теперь, как выйти из этого». Ce soluție îmi dai, Doamne? Какое решение этой проблемы ты дашь мне, Господь? Deci nu mai pierde timpul. Значит, не теряй времени. Să macini tot timpul de ce ai făcut, ce s-a întâmplat, cum de s-a întâmplat. Не переживай постоянно, почему так сделал, из-за чего так получилось, почему опять. Ia decizia să vii la suprafață. Принимай решение выходить наружу. Furnicuța și protejează ouăle. Муравей защищает свои яйца, Dar noi în anumite situații но мы в определенных ситуациях, de stres, de probleme, когда у нас какие-то проблемы или когда мы в стрессе, ne răzbunăm, мы начинаем refulăm pe copii, раздражаться на детях, отрываться, скажем так, на детях, ne răcorim. охлаждаясь. Nu face greșeala aceasta? Не делай такую ошибку. Învață de la furnicuță Учись у муравья, ca ei să fie primii protejați. Чтобы Furnicuța asta дети- face. чтобы дети были в первую очередь Protejează cea care защищены. face ouă. Муравей в первую очередь защищает свои яйца. Deci viitor, generația viitoare. Будущее поколение защищает муравей. O altă caracteristică Еще одна характеристика este că ea nu lucrează singură. муравья, что муравей не работает в одиночку. Deși este atât de mică, Даже если муравей такой маленький, ea are capacitatea să ridice o greutate de peste 60 de ori greutatea ei. у муравья есть такое свойство, что он поднимает тяжести в 60 раз, которые превышают свой собственный вес. Dar chiar și așa, Но даже и так, ea comunică cu celelalte furnicuțe она все равно общается с другими муравьями. și dacă găsește un izvor, И если находит какой-то источник, nu rămâne numai pentru ea, ci не le cheamă оставляет это только для себя, но зовет pentru всех bunăstarea întregului для mușuroi. того, чтобы весь улей действовал хорошо. Fă și tu la fel, să fac și eu la fel. Поступай и ты так же, и я буду поступать так же. Lucrează în echipă, nu mai fi haiduc. Работай в команде, не будь Că e în одиночкой. familie, că e în biserică, Или ты в семье, или ты в церкви. nu lua singur decizii. Не принимай решения самостоятельно. Uită-te la cine este uns de Domnul și vină și lucrează Посмотри на împreună. того, кто помазан Богом и который работает. De asemenea, când este un pericol, ele atacă împreună. И также, когда есть какая-то опасность, они вместе и атакуют, нападают. Mai ales, noi suntem atacați din toate părțile. Особенно мы как бы находимся в опасности со всех сторон. Nu sta în colțișorul tău. Spune oamenilor care îi vezi că pot duce, să ducă cu tine povara aceasta, rugăciune. Не стоя тихонечко в уголочке, а если ты видишь, что есть люди, которые могут нести этот груз вместе с тобой, подойди к ним и попроси. Atacă împreună în echipă pe Satan. Вместе будем защищаться и атаковать дьявола.
Un alt aspect care îmi place foarte mult la ele Еще другое, что мне очень нравится у муравьев, este cum comunică. как они общаются. Și aici avem cel mai mult de învățat. И здесь у нас есть чему научиться. Cu antenuțele, Они своими антеннами, рожками, ele vorbesc scurt они говорят коротко și apoi trec la treabă. и pриступают к действию. Ce facem noi de multe ori? Что часто делаем мы? Ne pierdem timpul cu ceartă, Тратим время на ссоры, bârfa, обиды, cu defăimarea. разборки. Hai la furnicuțe să învățăm cum trebuie să comunicăm unul cu altul. Pойдем к муравьям учиться, как нам необходимо относиться и общаться друг с другом. În ADN-ul ei, până și fiziologic, nu își are în vedere doar bunăstarea ei. Как бы внутреннем таком в муравье, даже вот такое физиологическое строение муравья, оно настроено так, что она не только думает о своем благополучии. Totdeauna jumătate din viața ei este pentru mușuroi. Пол своей жизни, как бы она трудится на благо муравейника. Până și fiziologic are două stomacuri. Даже физиологически у муравья два желудка. Unul pentru ea Один для și себя unul pentru mușuroi. и второй желудок для муравейника. Facă Domnul ca și noi să avem ADN-ul ei, Пусть Господь делает так, чтобы наше внутреннее было тоже таким же. să fie și pentru celula, care suntem noi ca familie, Чтобы было и чтобы мы работали и на благо нашей семье, dar să ne gândim la bunăstarea trupului lui Hristos. но также, чтобы мы думали о благословении тела Христова, о благополучии тела Христова. Oare numai la furnicuțe se referă Domnul când spune versetul acesta? Неужели только к муравью обращается Господь, когда говорит этот стих? Nu suntem și noi mușuroi? Не находимся и мы в муравейнике? N-are Domnul furnicuțele lui? Неужели нет трудолюбивых Божьих? Domnul ne îndeamnă să ne uităm spre ei. Бог призывает нас, чтобы мы смотрели на них. Și în Scriptură scrie: И uitați-vă la părinții voștri, в Писании написано, посмотрите на своих la родителей, faptele lor на их поступки și faceți și voi la fel. и поступайте так, как они. Am să dau doar câteva exemple, Я приведу только несколько примеров, pentru că cel mai bine se învață practic. потому что лучше всего, когда учишь, это когда практически ты это учишь. De aceea și cartea mea preferată din Scriptură este Iacov. Поэтому и моя любимая книга в Библии — это Якова. Iacov nu stă foarte mult la filozofat. Яков не философствует очень долго. El face așa Он подкатывает рукава și trece la treabă. и приступает к действию. El nu filozofează, spune dacă fratele tău are nevoie să speli geam, tu te speli geamul. Он не говорит, что если брат твой нуждается в том, чтобы помыть ему окно, ты не говори ему, что он нуждается, а иди и помой ему окно. Dacă sora ta nu are pâine, tu te și dai pâine. Если у сестры твоей нет хлеба, просто иди и дай ей хлеб. Când am intrat în biserică, Когда вошли в церковь, Domnul mi-a atras atenția la sora Natasha. когда Теодора вошла в церковь, то Бог обратил ее внимание на сестру Наташу. Mă uitam la dânsul și am zis: Doamne, dar în câte vrea să se împartă? Смотрела на нее и думала: Господи, на сколько частей она хочет разделиться? Nu era om la cântare, era aici. Если не хватало кого-то на прославление, она была в прославлении. Nu era învățător de școală duminicală, era acolo. Не хватало учителей воскресной школы, она была там. La rugăciune, la predică. На молитву, на проповедь. Și am zis: Doamne, dacă ar fi măcar niște creioane să-i duc, niște foi. Я смотрела и думала: Господи, хотя бы, может быть, карандаши ей принести, Nu e листики voie să какие-то. vorbesc nimic. Ничего не буду говорить, просто послужу чем-то. Să-i duc geanta și măcar să Отнесу simtă хотя бы lucrarea mai сумочку, ușoară. да, понесу ее сумку, чтобы ей служение ее проходило легче. Un alt exemplu de furnicuț este Natasha.
Другим примером муравья являюсь я. Мне сложно про себя говорить. Chiar și cu Iasminuța în brațe a venit și a vorbit copiilor Даже de с dragoste Ясминкой на руках приходила и говорила детям о Божьей любви. constant. Constant. Nu știu ce. Indiferent. În fiecare duminică. Да, постоянно, каждое воскресенье. Sora Valea Сестра Валя. nu are o sănătate debordantă, nu are o sănătate în care să-i permite să fie ca o căprioară. Нет у нее такого здоровья, чтобы она была как козочка. Dar dânsa nu s-a rugat. Но она не молилась. O, Doamne, te rog frumos, du-te Tu la patul bolnavului în spital. Но она не молилась и говорила: о, Господь, прошу Тебя, иди к больному в больницу. Cu sănătatea și blădă, Она со своим здоровьем s-a rugat, Doamne, dă putere să mă duc să spăl răni, молилась Богу и să говорила: pot traduce, să pot помоги мне, rezolva în spital. Господь, чтобы я могла пойти залечить раны, чтобы я могла разрешить какие-то проблемы в больнице с документами. Frații la studiu Братья, которые занимаются изучением sunt la Библии, dispoziție în fiecare săptămână. они всегда доступны каждую неделю. Sunt furnici ale Domnului Это Божьи муравьи. și Domnul ne spune, du-te și uită-te, И Бог говорит: иди и ia посмотри, minte как бы наблюдай, запоминай. și pune în practică. Așa И pentru înțelept. практикуй. Так поступают mудрые. Un cuvânt al Domnului, dacă nu-l punem în practică, Если Слово Божье мы не практикуем, nu aduce rod. то и не приносится никакой плод. Noi îl facem neroditor, noi îl anulăm. Мы не делаем его плодоносным, а наоборот мы его аннулируем, Слово Божье. Și interesant este că pe urmă dăm vina pe Domnul. И что интересно, что потом обвиняем самого же Бога. Deci astăzi să învățăm de la furnică, de la o insectă minusculă pe care uneori nici nu o luăm în seamă. Сегодня, значит, мы учимся у муравья, у насекомого, на которое мы иногда даже не обращаем никакого внимания. Și să nu fim superficiali când citim cuvântul Domnului, И чтобы мы не были поверхностными, когда мы читаем Слово Божье. pentru că uneori ne comportăm ca turiști pe țări. Потому что иногда мы себя ведем как туристы. Sunt turiști la plajă. Да, на пляже. Sunt turiști care cu picioarele în nisip, așa. Dar atât. Есть туристы, которые просто стоят ножками в песочке. Sunt oamenii care nu citesc, Есть люди, которые не читают, dar se uită la copiii Domnului. Da, vorbesc frumos, stau la dispoziție Nu. când ai nevoie, но смотрят на детей Божьих. Говорят: да, хорошо говорят, sunt calmi. они служат, они всегда рядом, они уравновешенные. Alții cu gleznele în apă. Некоторые только пальчиками в водичку. 3 versete citesc. Читают 3 стиха. из Doamne, Библии. vorbește din 13, 14 și 15. Господь, проговори мне с 13, 14 и 15. Alții pătrund în apă. Некоторые лезут в воду, Citesc un capitol. читают целую главу. Iar alții până la gât. Но некоторые лезут по шее в воду. Citesc un cuvânt și îl întreabă, Doamne, dar de ce mi-ai vorbit? Читают какое-то слово и задаются вопросом: Господи, почему ты проговорил мне это? Doamne, dar de ce mi-ai spus leneș? А почему ты назвал меня Eu ленивцем? aveam altă impresie de mine. Я считал себя по-другому, о себе думал по-другому. Dar te rog frumos tu să-mi arăți. Но, пожалуйста, покажи мне, ты укажи. Eu am o balanță defectă, У меня неверные весы, сломанные весы. un cântar în defect. Э, Arată-mi tu de fapt cum sunt. Покажи мне на самом деле, каким я являюсь. Aș vrea ca să ne facem o evaluare. Давайте теперь мы сделаем Și așa cum fratele spunea, mi-am dat seama, am făcut. Так как брат говорил, что я заметил и сделал, Așa și noi să ne luăm toate domeniile vieții noastre давайте возьмем все сферы нашей жизни și să vedem unde carile mănâncă timpul и посмотрим, что из этого ворует наше время. și povara cade pe anumiți oameni, И груз падает на определенных людей. când eu pot să fiu de ajutor. Когда я могу быть помощником.
să ne amintim că Domnul trebuie să vină. Вспомним, что Господь должен прийти. Nu avem prea mult timp la dispoziție. У нас нет очень много времени в нашем распоряжении. Și cum ar fi să venim înaintea Domnului cu mâinile goale? И как будет, если мы предстанем пред лицо Божье с голыми руками? Noi aici stăm comod. Мы сидим удобно. Unii frați vin din război. Некоторые пришли Ei с înțeleg mult mai войны. bine ce înseamnă. Они лучше всего понимают, что это значит. Cu atât mai mult noi avem libertatea și posibilitatea să ne întoarcem la Domnul. И более того, у нас есть возможность и свобода для того, чтобы вернуться к Să Господу. fim activi. И чтобы мы были действенными. Aș vrea să venim în rugăciune Давайте предстанем с молитвой Богу. și să rugăm pe Domnul și să ne descopere, dar și să ne dea putere să punem în aplicare. И попросим Бога, чтобы Он и открыл нам наше все вот это потаенное, но и помог нам действовать. Aș vrea să rog pe Marc Хочу попросить Марка, să se roage în rusă ca să fie mai ușor. пусть помолится на русском, чтобы было легче, а я буду молиться на русском. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, даже если она такая простая, Господь. Помоги, чтобы мы трудились так, как муравей, Господь. Ты хочешь, чтобы мы представляли перед Тобою нашу жизнь и сказали: Господь, возьми нас и измени нас, Господь, и работай в нас и через нас, Господь. Помоги нам не быть ленивым, Господь, а чтобы позволять наши сердца, чтобы были открыты перед Тобой, чтобы Ты, Господь, прославлялся, Господь, через нас, для церкви, для этого народа, Господь, потому что церковь — это оружие в Твоих руках, Господь. Церковь — это то, где Ты находишься, и чтобы Ты хочешь, чтобы проявлять Твою славу, Ты действуешь через Твою церковь. Ты хочешь, чтобы церковь была, чтобы она покорилась Тебе, Господь, чтобы Ты явил Твою благодать и Твою милость, Господь. Помоги, чтобы мы сказали: вот мы перед Тобою, возьми нас такими, как мы есть, Господь, слабыми, и сделай нас, Господь, оружие в Твоих руках, Господь. Если здесь в церкви, может, кто-то сказал: Господь, прости меня, что я не был полезным для Тебя, что я не покорился Тебе, Господь. Прости меня, прости нас, Господь, прости церковь, прости братья и сестры. Помоги нам, Господь, покориться перед Тобой и сказать: помоги нам, Господь, чтобы мы служили друг другу, чтобы мы любили друг другу, потому что муравей не убивает друг друга, они помогали друг другу, Господь. И помоги, чтобы мы не уничтожали друг другу, а именно, Господь, помогали друг другу. Во имя Иисуса Христа, Господь, яви Твою милость и благодать. Аллилуйя. Аминь.